Здравствуйте! Вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и вот что будет в нашем выпуске. Вопросы социально-экономического развития региона обсудили на уровне правительства страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Встреча с чрезвычайными и полномочными послами Саудовской Аравии и Бахрейна. Мы рассматриваем вас как главное звено в активизации и упрочении отношений между Саудовской Аравией и Российской Федерацией. Рамзан Кадыров занимает ключевую роль в укреплении и развитии отношений между Россией и исламским миром. Секреты процветания Чечни. Благодаря именно волевой решению руководства государства, президента Путина, у нас и появилась и стабильность. И сегодня мы говорим о процветании и об экономике. Перспектива нашего региона очень хорошая и возможность колоссальная. 14 лет со дня принятия Конституции, туристическая привлекательность и развитие сельского хозяйства. Кадыров дал большое интервью телеканалу «Россия-24». Долгожданное золото. Это очень хороший результат для нашей республики. Чеченский каратист выиграл первое место на первенстве России. Председатель правительства Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Напомню, еще 10 марта на заседании правительственной комиссии по развитию СКФО ими была достигнута договоренность о личной встрече для обсуждения ряда вопросов, имеющих большое значение для Чечни. Глава региона пришел с конкретными документами, содержащими заключения различных комиссий, министерств и ведомств. В частности, были подняты вопросы развития инфраструктуры аэропорта путем строительства второй очереди. Воздушная гавань близка к исчерпанию своих возможностей. Ежедневно в Грозный прибывают бизнесмены, иностранные делегации, туристы, расширяется география полетов. Также говорили об оказании помощи в оснащении республиканской больницы и перинатального центра. Своими силами республика это не осилит, а работать с полной нагрузкой крупные больницы не могут из-за отсутствия необходимого оборудования. Оба учреждения являются учреждениями третьего уровня, то есть там оказывают самую высокотехнологичную медицинскую помощь. И здание совершенно потрясающее, логистически продумано все, но отсутствие оборудования, конечно, не позволяло нашим докторам оказывать медицинскую помощь в том объеме, в каком это следует в таком учреждении оказывать. В течение 2-3 месяцев, это то время, которое нужно для изготовления высокотехнологичного оборудования, мы сможем поставить это оборудование, обучить врачей к работе на нем и полноценно его использовать в лечебной и диагностической работе, чтобы наши жители могли, не выезжая, получать полную помощь у нас в республике. Особое внимание в ходе встречи было уделено проблеме оползневых зон. Из-за бессистемной эксплуатации недр эти процессы уже происходят в 11 районах, в результате чего более 25 тысяч человек нуждаются в переселении. Также Кадыров подчеркнул, что обветшалая система ЖКХ в реконструкции нуждаются в водоснабжении и очистные сооружения. Этот вопрос сдерживает строительство крупных объектов в ряде населенных пунктов. Кадыров отметил, что Дмитрий Медведев исключительно внимательно подошел к поднятым проблемам и тут же давал поручения вице-премьерам и министрам. Глава Чечни также подчеркнул, что премьер-министр всегда оказывает Чечне помощь и поддержку в решении наиболее важных задач. Более подробно об этом мы расскажем в наших выпусках. Рамзан Кадыров в рамках рабочего визита в Москву встретился с чрезвычайными и полномочными послами Саудовской Аравии и Бахрейна. Глава региона вместе с Абдурахманом Ибрахимом Ар-Расси и Ахмедом Аль-Саати обсудил целый круг вопросов. В основном говорили о взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь же были достигнуты и некоторые договоренности. Отмечу, глава Чечни играет главную роль в укреплении и развитии отношений между нашей страной и исламским миром, являясь в этом направлении доверенным лицом президента страны. Слово Ясмине Гацаевой. Инвестирование в экономику Чечни, включая аграрный сектор и турбизнес, перспективы строительства в Грозном гостиничного комплекса. Это не полный список вопросов, обсужденных на встрече. Послы королевства Саудовской Аравии и Бахрейна отметили важную роль, которую сыграл первый президент Ахмад Хаджи Кадыров в истории современной России. Вы продолжаете дело своего отца, героя, шахида. Я на каждой встрече упоминаю, что у меня в России есть друг Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. Мы рассматриваем вас как главное звено в активизации и упрочении отношений между Саудовской Аравией и Российской Федерацией. Высшее руководство Саудовской Аравии доверяет вам, поэтому для меня большая честь еще раз приветствовать вас и поблагодарить за то, что вы оказали очень
очень большую честь, посетив наше скромное жилище. Еще раз хотел бы выразить вам признательность за то, что вы положительно отнеслись к нашему предложению. Спасибо, что пригласили, что нашли время. Ну, нам здесь реально надо, я думаю так, с обществом российским побольше поработать, потому что больше 20 миллионов мусульман проживает на территории Российской Федерации. В частности, в Кавказ иметь экономические и культурные отношения с арабским миром для нас это и важно, и нужно, и я уверен, что и для арабского мира тоже не менее. Тем более сейчас в Саудовской Аравии руководство во главе с королем, моим братом, наследным принцем, вот, самая благоприятная ситуация. Авторитет короля и уважение к тому Мухаммад бин Салману от общества, от руководства государства российского надо использовать. Вот, я по статистике смотрю, узнаваемость Мухаммада бин Салмана очень высокая, не только там в Саудовской Аравии, в России, в мире в целом. Поэтому сегодня современная власть Саудовской Аравии с пониманием относится ко всему происходящему и принимающая выгодные там решения для мирового общества, а не тех. Раньше как бы для Саудовской Аравии там было, а сейчас они больше открылись для мира там, и показывают, что Саудовская Аравия это не терроризм, не экстремизм, это тоже общество, которое имеет достойное место в мировом сообществе. В укреплении и развитии отношений между Российской Федерацией и арабским миром Рамзан Кадыров играет ключевую роль и является доверенным лицом президента Владимира Путина. Это подчеркивают и участники встречи. Глава Чечни сегодня один из самых влиятельных и авторитетных мусульман России, о чем свидетельствует и то, что Кадыров – первый россиянин, который вместе с королем принял участие в обряде омовения Каабы. Он и его соратники неоднократно удостаивались чести побывать внутри святыни. Благодаря хорошим отношениям главы республики с руководством королевства двери Каабы распахнулись и для сотен жителей республики. Учитывая, что доступ туда могут получить лишь представители узкого круга высокопоставленных лиц и главы некоторых мусульманских стран, можно с уверенностью сказать, открытие дверей – это жест дружбы и высокого почтения со стороны Саудовской Аравии. Ближний Восток очень активно участвует в развитии целого ряда направлений в республике. Это и промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера. Речь шла о перспективах развития этих отношений. Также обсуждались конкретные планы предстоящих встреч, связанных с поездками главы Чеченской Республики на Ближний Восток и приездом делегаций деловых, политических, делегаций ближневосточных стран в Чеченскую Республику. Отношения между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и известными во всем мире и влиятельными политическими лидерами ближневосточных стран, как мы знаем, носят исключительно дружеский, братский, деловой характер. Сегодня, как и подчеркивал Рамзан Ахматович Кадыров, ближневосточные страны охотно вкладывают в экономику Чеченской Республики, и это очень приятно и хороший признак, свидетельствующий о том, что мир своими глазами увидел происходящие в Чечне положительные перемены, поверил в то, что они носят необратимый характер. Укрепление отношений с Эр-Риядом, по словам Рамзана Кадырова, имеет важное стратегическое значение и для России, в которой проживают миллионы мусульман. Я уверен, что если вы, послы, больше будете заниматься вопросами объединяющего направления нашего государства, то мы станем вам хорошими помощниками и будем делать так, чтобы ваше руководство гордилось и наше, и общество было довольно, потому что Саудовская Аравия – это для любого мусульманина, это для всего. Вот союз, который сегодня создается, раньше, в принципе, это нам раньше как казалось, что это все вместе. Сегодняшний союз, который шейх Мухаммад бин Заид, Эмират, Салман, король Саудовской Аравии, Бахрейн, а сейчас они объединяют все усилия. Поэтому на этом свете все мы должны укрепиться во благо тех людей, которые хотят достойно жить. сказать несколько слов
действительно решение двух руководителей, его превосходительства президента России, господина Путина, и служителя двух святынь, они направлены на то, чтобы упрочить наши двусторонние отношения. И я так понимаю, что оба руководителя дают четкие указания и инструкции относительно необходимости упрочения двухсторонних отношений. Также на встрече достигнута договоренность о проведении в республике экономического форума с участием представителей арабских стран. Здесь же в посольстве в честь главы Чечни был дан торжественный ужин, а посол Саудовской Аравии преподнес Кадырову подарок в память о встрече. Эксперты и аналитики уже давно назвали Чечню окном в Россию для арабского мира, а Рамзана Кадырова – ключевой фигурой в развитии отношений с Ближним Востоком. И речь не только об экономических связях. Очередным подтверждением возросшего влияния Рамзана Кадырова в арабском мире стал его успех в переговорах по освобождению из ливийского плена членов экипажа российского танкера «Механик» Чеботарев. Вопросы международного терроризма, в борьбе с которыми Россия надежный партнер, также увеличивают интерес мусульманских стран к Чечне, где эту проблему решили преимущественно собственными силами, а также не допустили распространения ее в соседние регионы. Все это демонстрирует высокий авторитет Рамзана Кадырова в арабском мире и укрепление позиции России на Ближнем Востоке. Эсмина Гацаева, Расул Арцухаев, при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Также в рамках командировки Кадыров пообщался с журналистами. 14 лет мира, туристическая привлекательность и развитие сельского хозяйства. Секреты процветания Чечни Рамзан Кадыров раскрыл телеканалу «Россия-24». В ходе расширенного интервью Екатерине Гринчевской глава республики рассказал о том, какой ценой народ шел к возрождению и демократии. Ответ Рамзана Кадырова знает и Зура Саламова. В числе первых вопросов, интересовавших журналиста телеканала «Россия-24», успешное завершение командировки военнослужащих батальона военной полиции России в Сирии. После трехмесячной службы они вернулись домой. Войсковое подразделение стало первым в истории вооруженных сил России, выполнявшим боевое задание за границей. Рамзан Кадыров отметил, что участие в этом боевом задании – честь для каждого служащего чеченских правоохранительных органов. Это прерогатива Верховного Главнокомандующего. Те люди, которые призваны служить и служат в Министерстве обороны, в других спецподразделениях, они должны выполнять приказ. И то, что удостоился честь батальон, который действует в Чеченской Республике, большинство сформировано из чеченских ребят, такой чести от руководства государства и выполнить такой важной миссии, это для всего чеченского народа, это большой и плюс, и большое доверие. И то, что ребята выполнили поставленные задачи, приказ министра обороны на все 100%, это тоже радует. Говоря о стабильности и мире на чеченской земле, нельзя упустить и ряд событий, ставших предшествием к этому. И в первую очередь это референдум. 14 лет со дня принятия Конституции и непрерывного развития региона Рамзан Кадыров рассказал о том, какой ценой достигнуты эти успехи. Референдум – это исторический день, исторических событий чеченского народа. И даже в российском обществе тоже. Чеченцам никогда не давали возможность определиться, что они хотят на самом деле. И после того, как мы провели референдум, приняли Конституцию, сформированы были все эти власти, и пошла, так скажем, работа у нас в лучшую сторону. Мы начали восстанавливать республику с помощью федерального центра. И мы начали говорить об экономике, хотя у нас тогда в 0,00 с минусом было все там, и не было просвета даже, куда надо двигаться, не понимали. Те люди, которые там были прикомандированы, так скажем, обеспечение безопасности или там восстановление республики, экономики, я с ним варился во все времена. У них понимания не было, что можно сделать в Чеченской Республике. И благодаря именно волевое решение руководства государства, президента Путина, у нас и появилась и стабильность. И сегодня мы говорим о процветании и об экономике. И экономика у нас мы развиваем именно в плане промышленности и сельского хозяйства. И плюс у нас дополнительный туризм мы развиваем. Если с 90-х годов мы говорили о десятках туристов, а теперь мы говорим о сотнях тысяч туристов. И мы в последующем хотим сделать так, чтобы
город Грозный стал кавказским центром молодежи. Стереотип о нефтедобывающей столице уже устарел. Сегодня свою экономику Чечня строит на развитии сельского хозяйства, промышленности и туристической привлекательности. Рамзан Кадыров отметил, что особое внимание уделяется и привлечению инвестиций. В этом помогают хорошие отношения с арабским миром. Часто инвестиции приходят в республику, то это очень даже перспективное дело для региона, и для частного инвестора, и для общего. Больше у нас инвесторы приходят из-за рубежа. Потому что есть и местные тоже есть. У нас, так скажем, дружеские, братские отношения с инвесторами. И такие инвестиции, которые там за миллиарды долларов. То есть они верят лично вам? Да, больше доверяют чеченскому народу, так можно сказать. Если они вкладывают миллиарды долларов, там, если у нас ни один проект не приостановлен, все краны работают подъемные, и финансирование не остановлено, даже исходя из той ситуации, которая складывается вокруг России. Чеченская республика всегда славилась развитием сельского хозяйства. Более 80% пищевой продукции местного производства. Основная доля работы лежит на частных предпринимателях. В большинстве своем это зарубежные инвесторы. В ходе интервью прозвучал вопрос о межконфессиональных отношениях. После военных событий численность русскоязычного населения в республике значительно сократилась. Однако сегодня для представителей других национальностей и вероисповеданий создаются все условия. Об этом говорит и строительство самых красивых православных храмов. На память не помню сейчас, сколько там, мало живут русских. Раньше больше было. После военных событий, во времена Почему? С чем вы это связываете? Военных Почему событий вдруг? уехали, русскоязычные. И больше была такая программа, так можно сказать, придуманная, чтобы уехало русских там. А сейчас очень много возвращаются. У нас абсолютно в республике нет никаких там сложностей межконфессиональных, не знаю, других там направлений. Там. Я помню православный храм в Грозном, который недавно мы открыли выстроили. на Узком районе православный храм, самый красивый на Кавказе. Сейчас в Шалковском районе уже закладывают капсулу, уже строят. И первым у нас храм восстановили в Грозном. Абсолютно у нас нету абсолютно между там конфессиями такие проблемные отношения. Самый, можно сказать, показательный регион в этом направлении – это Чеченская республика. Завершая свое интервью, Екатерина Гринчевская поинтересовалась о том, что за последние 14 лет изменилось в характере Рамзана Кадырова не только как влиятельного политика, но и простого человека. Мне 14 лет назад было легко. Я был тогда сотрудником. Тогда был наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Я был за спиной Ахмад Хаджи, и мне было легко. Быть руководителем региона или там организации, если ты относишься с ответственностью, то трудно. Это сложно и опасно. В том плане ты внесешь перед Всевышним, перед руководством государства, перед народом ответственность. Поэтому ошибаться не имеешь права, и днем и ночью должен быть начеку, так смотреть, что произойдет. Каждый, когда дождь идет, люди радуются. А я смотрю, выхожу, все ли в порядке везде. Если ветер, люди, как красивый ветер, посмотри, а я выхожу, чтобы не случилось где-то в районе, в селе, что-то последствия. Каждый день для меня был в жизни, так скажем, примером для себя, и даже воспитанием, и я больше начинаю любить, каждый день любить свою родину, народ. И даже вчера один мой хороший знакомый задал вопрос, важнее для тебя в жизни, что? Я говорю, отвечаю, религии. Потом я говорю, народ, потом семья, а почему он, я говорю, религия, народ, семья. Я называю религией, потом мама, потом народ, так я называю. Потом но это вы в порядке приоритета так расставляете? Да. И почему семья на третьем, четвертом плане Я говорю, мой отец ставил так, я говорю, и из-за этого я тоже, мой народ это большая семья. А дети это маленькая семья. Поэтому если я не буду беспокоиться за большой семье, маленькая семья счастья никогда не получит. Поэтому я больше ставлю народ превыше всего. Религия, народ и семья. Интересы республики всегда в приоритете у Рамзана Кадырова. 24 часа непрерывной работы. За получасовое интервью глава Чечни раскрыл секреты успешного политика, верующего человека и хорошего семьянина. Зура Саламова, Луиза Янусова. Новости.
В Москве Рамзан Кадыров встретился с министром образования России Ольгой Васильевой. Обсудили злободневные для Чеченской Республики вопросы. Это проблемы трехсменных занятий в школах и необходимость строительства новых учебных заведений. Нехватка мест в образовательных учреждениях ощущается практически во всех субъектах страны. Но острее всего дело обстоит в Чечне, где из-за высоких демографических показателей и по причине возвращения домой людей, уехавших из военной республики, почти 40% учеников обучаются во вторую и третью смены. Школы работают на пределе своих возможностей, из-за чего новые стандарты, вводимые в образовательную сферу, почти невыполнимы, так как внеурочной работой негде и некогда заниматься. Как отметил Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм, министр заверил, что окажет содействие в решении этих проблем. Комплексно поговорили в целом о задачах развития учебной базы высшего, среднего, профессионального и общего среднего образования. Также затронули тему дополнительных учебных корпусов и общежитий для Чеченского госуниверситета. Также у главы Чечни в Москве состоялась встреча с председателем правления «Газпромбанка» Андреем Акимовым. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Инстаграм. Грозненский завод «Электропульт Грозный» является одним из первых послевоенных предприятий, открытых в Чечне, и реализован он при поддержке «Газпромбанка», написал Рамзан Кадыров. Он также отметил, что продукция предприятия востребована и конкурентоспособна. Кадыров обсудил с Андреем Акимовым дальнейшее развитие завода. Кроме того, глава республики рассказал и о подарке от руководителя «Газпромбанка». Это 50 томов золотого фонда детской классики. Также Чечня получила 100 томов из серии золотого фонда мировой классики. Рамзан Кадыров поблагодарил Андрея Акимова за такой щедрый подарок. В ходе визита в столицу Рамзан Кадыров пообщался с министром труда и соцзащиты Российской Федерации Максимом Топилиным. Глава региона отметил, что в ходе военных действий в республике полностью были разрушены все лагеря летнего и круглогодичного отдыха школьников. Поэтому тему открытия детских лагерей в Чечне Рамзан Кадыров и Максим Топилин обсудили в первую очередь. Также говорили о строительстве в республике специальной коррекционной общеобразовательной школы для детей с нарушением интеллекта, а также школы для детей с задержкой физического развития. Кроме того, затронули проблему реализации программы снижения напряженности на рынке труда и договорились о совместной работе для решения этих задач, написал Рамзан Кадыров. Во время визита в Москву Рамзан Кадыров также встретился и с министром финансов России Антоном Силуановым. Глава республики подчеркнул, что беседа была обстоятельной, и они обсудили злободневные для Чечни проблемы. В первую очередь речь шла о сбалансировании бюджета на 2017 год. Также затронули тему получения бюджетного кредита на погашение ранее взятых кредитов. Рамзан Кадыров поднял и вопрос формирования бюджета на следующий год. Он отметил, что по всем проблемам нашел понимание и поддержку. Налоги, законы и вопросы земельных отношений. Об этом говорили на 18-м заседании парламента. Внесены изменения и в некоторые республиканские законы. Руководитель управления ФНС по Чеченской Республике в своем докладе рассказал о налоговых сборах и о том, какие уже сегодня есть показатели. Подробности у Рамзана Керимова. Главная тема повестки дня – дресс-код в образовательных учреждениях. В парламенте приняли поправки в закон об образовании в Чеченской Республике. В них подчеркивается право учащихся на ношение одежды или символики согласно народным традициям и религиозным верованиям, если это не противоречит федеральному законодательству. يوم شاريز واتي بوسو بولتك ديون اتسو من ريز واتي ديون خايتر تون دير اتخينا يمن ديون باتش لأم حج يجين ديون وباي نوخجي جوا ديون يردوش تعاوات ديون يتايب هم دعور دات نو هتي زكون قي لوش بولشان دوكسنا شاش دينك موقش رجعوني عمردو يخليلي قيتشن خليلي زكوني داقش ديونا تسهار ادواتست واسمه статья Конституции Российской Федерации ديون нарушить ее ونالج каждый واقر هو شيدين ليلو مارشو توني بقوا يقال ديون تتح يازن دول ديري قيتشن حقيهم ديش السار زكون دو قاعد مصل يتي دوقتنا قيتش دين ليلوش بول شكول عدوشك شيء ديني عدلهم صار نادون دين مارشو إردوكسنا Решение по законопроекту депутаты приняли единогласно «за». По словам парламентариев, новые изменения позволят учащимся чувствовать себя более комфортно в процессе обучения. Закон, который сегодня принят парламентом Чеченской Республики, свидетельствует о том, что мы толерантное сообщество,
Мы добиваемся того, чтобы наше население и вообще все, кто имеет отношение к образованию и обучающимся, знали, что нельзя никому нарушать на территории Российской Федерации Конституцию Российской Федерации, на территории Чеченской Республики Конституцию Чеченской Республики. Говорили и о других сферах. Свыше 12 миллиардов такая сумма налогов и сборов поступила в консолидированный бюджет республики в 2016 году. Рост поступлений в казну увеличился, при этом нагрузка на налогоплательщиков осталась прежней. Чечня почти по всем показателям занимает первые места в федеральном округе, рассказывает Мовсар Цамаев. Абсолютный прирост к уровню 2015 года составил 25% или 2,5 миллиарда рублей. Плановые задания в части налоговых доходов исполнены на 100,8%. Рост поступлений составил по региональному бюджету 2 миллиарда рублей. Это лучший показатель по Северокавказскому федеральному округу, да и лучший показатель, если взять среднероссийский показатель прироста. Снизилась и совокупная задолженность налогоплательщиков. За 2016 год Чеченская Республика – единственный регион, который снизила совокупную задолженность на 62 миллиона рублей, тогда как во всех, без исключения, регионах Северного Кавказа произошел рост совокупной задолженности. Также по поручению главы республики активно ведется работа в сфере транспортного налога. Принимаются необходимые меры. Так, например, организованы выездные мобильные офисы, через которые жители, не отходя от рабочего места, могут оплатить задолженность. После парламентарии утвердили кандидатуру на должность мирового судьи Нажаюртовского района. Обсудили здесь изменения в законе о местном самоуправлении, об особо охраняемых природных ресурсах, о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы. Завершилось 18-е заседание парламента республики обсуждением еще 3 вопросов. Все они в основном касались внутренней деятельности законодательного органа. В частности, депутаты внесли изменения в состав некоторых комитетов, утвердили предельную штатную численность, структуру и бюджетную смету расходов. Рамзан Керимов, Шамиль Саламов. Новости. Республика готовится к празднованию Дня мира. В правительстве сегодня состоялось заседание оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение праздника. Оно прошло под председательством руководителя администрации главы правительства Султана Тагаева. Участники рассмотрели план мероприятий, которые будут проведены на территории республики с 1 по 17 апреля. Это круглые столы, уроки мужества, спортивные и другие культурно-массовые мероприятия. Уже известно, что в День мира состоится возложение цветов к памятной плите Героя России Ахмату Хаджи Кадырову, а также к мемориалу павшим в борьбе с терроризмом. В Грозном также пройдет торжественное собрание и праздничный концерт. أحمد حاج حلقة أحمد حاج انتحى أخيتين أحمد حاجي دار غزوة قبول دولتين أوت نيقحة إشاء دعقيلة أوت بالي ويا حلا دولة كتأو أوت مينيتنا رسي بتشحا في قلوة تأجعدنا نخشي قامة تغنجدين ده أوت شعبوش بولت تم حل تم حيل قام داخل يعدوش دول حل إذا داخلنا تأجعدين دو إزداق ونخشي قومنا قون شعديش لو قامنشنا ميخل سيلة دو إز. Игры, угощения, а также одежда и игрушка. За счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова в рамках проекта «Еще одна мечта» дети-полусироты побывали в развлекательном городке, где их ожидало множество приключений. Розана Цымаева продолжит. Первый пункт веселого путешествия – детская площадка. Ребята резвятся как могут, без дела не остается никто. Канаты, батуты, горки, десятки различных аттракционов. Здесь каждый ребенок найдет себе развлечение по вкусу. Хаздуй, куза! Радости детишек нет предела. Чтобы не было ушибов, за маленькими хулиганами присматривают родители. А это уже второй пункт. Пока несут угощение, детишки нашли себе увлечение. Маленький Турпал внимательно следит за игрой попугаев и взглядом ловит их каждое движение. ديري سمو ديري يا أمي أبيجي كروسيل شتى أبيجي كشيليش كيتي أي ماني ديريس خلنا رمضان ديريس خلنا ريزن دير فوقي قنا بيرش سمو دحقنا ديريس خو فوندنا أي مانا رمضان بيشن سمو دحقر سان تامبر جو ميلي عددا ميلي دولي
После сытного обеда настает время подарков. От регионального общественного фонда каждый ребенок получил одежду и игрушки. Увлекательное путешествие подошло к концу, оставив на лицах детей улыбки и массу впечатлений. Розана Цамаева, Булат Баканаев, Джамалаил Хаджалиев. Новости. Спортсмены клуба «Ахмат» провели в Казахстане уже вторую открытую тренировку. Увидеть, как они готовятся к предстоящему турниру, мог каждый. На этот раз нашими бойцами были их соперники. Продолжит Магомед Ламаркаев. Это уже вторая открытая тренировка участников Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат». Посмотреть на то, как готовятся профессионалы к началу 35-го турнира Лиги WFCA, может любой желающий. Среди них как простые любители ММА, так и журналисты. Спортсмены демонстрируют различные элементы. Абубакар Вагаев, Саид Нурмагомедов, Абдурахман Дудаев. Эти имена спортсменов, задействованных на открытой тренировке, в мире ММА давно известны. Кто-то победитель, а кто-то финалист Гран-при «Ахмат» в прошлом году. Ребята за последнее время как будто взлетели вверх в мировом рейтинге смешанных единоборств. Вместе с ними в зале свое мастерство показывают и соперники представителей чеченского клуба. Среди них Валмир Лазара, Андерсон Дос Сантос. После окончания открытой тренировки состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали организаторы, руководство бойцовского клуба «Ахмат» и спортсмены, которые 1 апреля выйдут в октагон. Говорили о перспективах чеченской лиги ММА, о причинах столь быстрого взлета и о готовности самих спортсменов к поединкам. Судя по ответам, на турнире WFCA зрители ожидают бескомпромиссные бои. Каждый участник ощущает себя на 100%. Подготовка прошла на высоком уровне. Я тренировался со своими одноклубниками, меня тренировал хороший тренер. Про своего соперника могу сказать, что это очень талантливый и профессиональный боец, который носит титул чемпиона. А что касается моего состояния, в целом я считаю, что я абсолютно готов. У меня нет никаких травм, а мое состояние в целом соответствует подготовке. 1 апреля за рейтинговые очки будут биться 26 профессионалов. Во всех 13 боях примут участие представители бойцовского клуба «Ахмат» из России и Казахстана. В главном и соглавном боях выступят 2 обладателя пояса чемпиона Лиги WFCA. Завтра бойцы проведут торжественную церемонию взвешивания. Магомед Ламаркаев и Ислам Расуев. Новости. Чеченский каратист Ильдар Манаев занял первое место в первенстве России. Оно прошло в Москве. Нашу республику представляли 6 человек. За победу Ильдара особенно рады его друзья, которые вместе с ним сейчас готовятся уже к другим соревнованиям. Подробнее Алиюн Умаров. Сегодня Ильдара Манаева встречают аплодисментами. Победа на первенстве России стала для него первым крупным достижением. Турнир проходил в Москве с 25 по 26 марта. В нем приняли участие более 600 спортсменов из разных регионов страны. В финале я встретился из Ставрополя с Корбин Максимом. Мы уже встречались 2 раза, это у нас была 3-я встреча. Я выиграл в первом раунде. Всего от Чеченской республики на первенстве страны выступили 6 каратистов. Перед этим ребята прошли несколько отборочных этапов. То, что один из них выиграл золото, уже большой успех для молодого клуба, говорят тренеры. Ведь это только начало их карьеры. Все ребята, которые не заняли призовые места, очень достойно выступили из нашей республики. По воле Всевышнего Манаеву в этот день был его день. В один день провел 4 боя и занял первое место. Это очень хороший результат для нашей республики и для меня как тренера. Под руководством Анзора Аббасова в зале занимается более 40 человек. Тренировки проходят ежедневно по сменам. Здесь, как и в любом другом спорте, важна дисциплина. Для воспитанников Аббасова прошедшие соревнования стали первым масштабным турниром. Теперь ребята готовятся к новым испытаниям. Скоро в Беларуси состоится первенство Европы, на котором заявлено 5 каратистов. Алиюн Умаров, Муслим Типаев. Новости. Это были все новости, когда обучался. Всего доброго. До свидания.